Сегодня Бог посылает вам важное предупреждение. Ваши инстинкты и предсказания относительно какого-то человека оказались верными. Вы почувствовали, что с этим человеком что-то не так, и решили держаться от него на расстоянии, хотя близкие люди считали, что вы слишком много думаете, неправильно оцениваете ситуацию. Вы доверились своей интуиции и оказались правы. Этот человек пытался сблизиться с вами, был мил и, возможно, даже добился вашего расположения. Теперь Бог открывает их истинные намерения, и оказывается, что они не преследовали ваших интересов. Вы получаете послание через Дом Божий. Подпишитесь на наш канал, чтобы сохранить этот портал открытым и продолжать привлекать эти мощные небесные послания. Портал наблюдал за вами, зная обо всех тонких сигналах и энергиях, и сейчас предпринимает шаги, чтобы защитить вас от возможного вреда. Ваша способность различать и сохранять осторожность оказалась замаскированным благословением. Бог позаботится о том, чтобы истинное лицо этого человека было раскрыто, а его намерения разоблачены. В результате он естественным образом исчезнет из вашей жизни, и вы будете ограждены от любого негативного влияния, которое он мог привнести. Эта ситуация служит напоминанием о том, что необходимо доверять своей интуиции и осознавать окружающие энергии. Бог всегда направляет и защищает вас, и Он хочет, чтобы вы знали о сигналах, которые Он посылает вам, когда что-то не так. Это нормально – отступить и установить границы. Бог всегда на вашей стороне, Он заботится о том, чтобы вы были окружены положительными энергиями и поддержкой, Он движет вашим сердцем и вашими истинными желаниями, когда вы продолжаете следовать своей интуиции и быть верным себе. Бог осыплет вас благословениями и защитит. Иногда люди не сразу открывают свои истинные намерения, поэтому необходимо сохранять бдительность. Вы ценны, и Бог хочет, чтобы вас окружали те, кто действительно заботится о вас и преследует ваши интересы. Напишите 11 часов 11 минут, чтобы получить его. Бог направит вас на верный путь и устранит все препятствия и негативные влияния на вашем пути. Доверьтесь этому процессу и верьте, что Бог всегда действует в ваших интересах. Принимайте благословения, которые приходят к вам, зная, что они являются результатом Божьей любви и защиты. Оставайтесь верными себе и позвольте Богу быть вашим путеводным светом. Когда Бог на вашей стороне, вы можете быть уверены в том, что справитесь с любыми трудностями, которые встретятся на вашем пути. Будьте спокойны, зная, что Бог наблюдает за вами и всегда направит вас к будущему, наполненному позитивом, изобилием и радостью. Принимайте благословения, которые посылает вам ваш путь, и верьте, что Он всегда будет рядом, чтобы защитить вас от всего, что не соответствует вашему высшему благу. Бог стоит за вами и всегда будет действовать таинственными и чудесными способами, чтобы принести вам наилучшие результаты. Продолжайте излучать свой свет и позвольте Богу позаботиться обо всем остальном. Вас любят, ценят и направляют огромные и любящие энергии Бога. Примите эту истину и позвольте ей наполнить ваше сердце благодарностью и надеждой.
Временами жизнь может преподносить вам трудности и неопределенности, но знайте, что Бог позаботится обо всем остальном. Доверьтесь Его плану и Его божественным срокам. Даже в трудные времена помните, что Бог действует за кулисами, чтобы все сложилось в вашу пользу. Бог с вами и всегда преследует ваши интересы. Примите эту безусловную любовь и позвольте ей наполнить ваше сердце благодарностью и надеждой. Верьте, что Бог знает, что для вас лучше, и направит вас на путь, наполненный изобилием, радостью и благословениями. Когда вы сталкиваетесь с трудностями, помните, что Бог не испытывает вас, а направляет к тому, чтобы вы стали лучшей версией себя. Каждый опыт, будь то положительный или, казалось бы, отрицательный, содержит ценные уроки для вашего роста и развития. Знайте, что Бог на вашей стороне и всегда поддержит вас на вашем пути. Вы любимая, призванная душа, и у Бога есть для вас необыкновенные планы. Доверьтесь Его любви и позвольте Ему наполнить ваше сердце надеждой, радостью и бесконечными возможностями. Приготовьтесь к получению. Напишите 11 часов 11 минут, если вы верите в это, и нажмите «Нравится» на этом видео, если вы верите в Бога. Бог говорит: «В моем присутствии вы найдете только меня». Позвольте мне наполнить вас и вдохнуть сладкий аромат моего Святого Духа. Пусть текут часы, позволяя моим дарам и любви наполнить вас. Это прекрасная любовь ваша, не отвергайте ее. Не стремитесь завоевать расположение тех, кто говорит «Марс», но разочаровывает вас и жестоко с вами обращается. Не заботьтесь о том, чтобы угодить тем, кто не знает, как вас любить. Я ценю вас, я люблю вас вечной любовью. Мои обязательства перед тобой вечны, мои планы непоколебимы, мои намерения истинны. Принятие моей любви влечет за собой изменение направления, новую жизнь, полную счастья и привязанности, без разочарований. Моя любовь не просто хороша, она прекрасна. Это прощение, оно ваше. Примите его, ибо я отдал свою жизнь на кресте и воскрес на третий день, чтобы и вы могли воскреснуть и жить. Хотя сейчас вы, возможно, не понимаете, но мои действия превосходят ваши желания и понимание. Я коснусь вашего сердца, открыв вам мощное убеждение, которое подтолкнет вас к принятию важных решений. Пришло время действовать, ценить эту сверхъестественную силу, наполняющую ваше существование. Никто не будет смотреть на вас свысока, ни на ваш возраст, ни на ваше прошлое. Они будут удивлены, увидев плоды, которые вы приносите, когда поймут, что в вас действует мой Дух. Эта прекрасная и святая любовь доступна им. Они будут трепетать и удивляться. Любовь, которую предлагает мир, ограничена и часто требует чего-то взамен. В конечном итоге она приносит лишь предательство, фальшь, боль и одиночество. Не страдай больше, я помогу тебе исцелиться. Вы найдете утешение в моих объятиях. Я люблю тебя, ты тоже любишь меня. Я должен сказать тебе нечто очень важное. Внимательно отнеситесь к этому посланию, каждое слово, которое я предлагаю вам, важно.
Я хочу знать ваши мысли по поводу того вопроса, который я хочу затронуть. Я не перестану ежедневно напоминать тебе о том, как сильно я тебя люблю. Я найду приятные и красивые способы, чтобы вы чувствовали себя защищенным и благословенным. Моя любовь к вам неизменна, она выгравирована в моем слове, запечатана присутствием моего Святого Духа, горящего в вашем сердце, очищающего вашу душу и дарующего вам спокойствие и силу. Я дарую вам божественный мир, который поддерживает ваши шаги, помогает вам выстоять и бороться за жизнь, уделять больше любви и времени своей семье. Этот мощный дар, который я преподношу вам, пронизан вечной любовью. Я пришел, чтобы спасти вас и обеспечить вам прекрасное и особенное место на небесах. Напишите 888, чтобы получить Божью любовь и заявить о ней прямо сейчас. Бог говорит, что когда-нибудь ты будешь рядом со мной, но пока ты ходишь своими ножками по этой земле, я хочу, чтобы каждую ночь, когда ты закрываешь свои маленькие глазки, которые иногда так сильно плачут, ты вспоминал эти слова, которые я говорю тебе. Опустив свою маленькую головку на подушку, отбрось свои страхи, протяни руки и прими это божественное масло, которое принесет исцеление твоему телу и душе. Вы будете спать спокойно, не тревожась, а на рассвете почувствуете обновленное мужество. Вместо забот я буду продолжать настаивать. Вам нужно поминутно напоминать, что я вас люблю, ценю, дорожу вами и делаю для вас многое, расчищаю ваш путь, чтобы все шло хорошо. Я желаю, чтобы ваша семья жила в гармонии, чтобы ваши дети росли мудрыми, чтобы в вашем доме ни в чем не было недостатка, чтобы вы были свободны от долгов и чтобы боль в вашей душе исчезла навсегда. Вы будете слушать меня, вы будете чувствовать мое присутствие, и я буду продолжать нежно обнимать вас и сладко говорить вам, что я люблю вас вечным, чудесным и сверхъестественным образом. Можете ли вы подтвердить, что вы готовы слушать меня? Хотите ли вы чувствовать это? Можете ли вы сказать мне, что вы любите меня? Не отчаивайтесь, если вам плохо в этот день, если вам кажется, что вы недостаточно сильны. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, впустили меня в свое сердце и приняли этот сладкий мир, который я вам предлагаю. Найдите время, чтобы дать отдых своему разуму. Я Создатель Вселенной, и я приказываю ветрам, которые будоражат вас, быть спокойными, молчать. Вы больше не будете слышать шепот угроз мира, которые стремятся напугать вас, ослабить вашу веру, затуманить ваше зрение и заставить вас отбросить все, чего вы достигли. Вы можете чувствовать себя слабым, но позвольте мне сказать вам кое-что. Важно, чтобы вы осознали, что ваша собственная сила имеет пределы и что вы нуждаетесь во мне. С вашей верой и моей силой вы становитесь непобедимыми. С обновленной силой ваше мужество становится несокрушимым, а с этим словом веры ваша слабость рассеивается. Вы можете с уверенностью сказать «Я силен». Вы можете идти с надеждой и никогда не останавливаться. Вы можете двигаться к этой горе, где я нахожусь. Здесь я жду вас, на этой вершине могут осуществиться ваши великие желания, здесь вы достигнете своей мечты. Это место и время для того, чтобы вы приняли мою волю и позволили мне работать в вашей жизни.
Отныне ты будешь летать. Я привел вас сюда, чтобы вы не оглядывались назад. Расправьте крылья и взлетите еще выше, чтобы сверху смотреть на эту землю благословений, которую я хочу вам подарить. Больше вы не будете жить в отчаянии, не будете засыпать в муках, не будете просыпаться в печали и унынии. С этого дня вы будете жить жизнью, наполненной пламенной и деятельной верой. Каждое утро на рассвете ты будешь принимать решение быть счастливым в любых обстоятельствах и не позволишь никаким плохим новостям или тревогам стереть с твоего лица прекрасную улыбку. Ты, мой сын, моя дочь, всегда помни об этом. Напишите 1010, если вы верите. Бог говорит, что вся твоя сущность отдана мне. Мой Святой Дух живет в тебе, отмечая твою уникальность. Тебе не нужно подражать поступкам или словам других людей, потому что при любой молве ты остаешься непоколебимым. Вы встречаете невзгоды без того, чтобы ваши надежды разрушал страх. Вы исключительны, и моя сверхъестественная любовь отражается в вашей удивительной вере. Ваши уста произносят молитвы и слова, полные силы. Теперь вы летите к своей свободе, и радость принадлежит вам. Идите и поделитесь со своей семьей этими словами, которые я даю вам сегодня. Я люблю вас, сохраняйте веру, ибо я удивлю вас великими делами. Не позволяйте страху овладеть вами. Я буду вашей защитой, куда бы вы ни пошли. Мой сверкающий меч и мое могущественное слово будут защищать тебя на каждом углу, излучая уверенность в моих обещаниях. Я всегда с вами, и эта уверенность должна наполнить вас радостью. В то время как другие страдают, вы счастливы, а ваше внутреннее «я» пребывает в спокойствии и безмятежности. Перед лицом натиска жизни я дам вам силы устоять. Я открываю дороги, двери и сердце, рисуя удивительные возможности на вашем пути. Вы будете исследовать далекие места и далекие страны, распространяя мою любовь по всему миру. Это я выбрал и воспитал тебя. Я глубоко знаю тебя и понимаю, какие раны ты носишь в себе с детства. С любовью позволь мне сказать тебе кое-что, выслушай. Подумайте и примите решение. Это правда, что боль сохраняется, но ни раны, ни страдания не вечны. У вас хватит мужества передать эти горести мне, оставив позади весь мрак. С сегодняшнего дня ваша жизнь навсегда наполнится прощением, а ум и сердце не будут терзать воспоминания о тех мучительных днях. Теперь вы свободны, можете кричать от радости, плакать от счастья, не стыдясь, демонстрировать бодрость духа, лишенную меланхолии. Те, кто причинил вам зло, увидят, что ваш разум не мучается, и вы не находитесь в плену страданий. Я люблю вас и хочу, чтобы вы были удалены от негатива. Звук трубы раздается, но мало кому удается его услышать. Приближаются обещанные времена, а многие упорствуют в пессимизме и жалобах. Они могли бы наслаждаться жизнью, наполненной счастьем, но отвергли мое предложение и поддались на обман. Я не хочу, чтобы ваша судьба была такой, но чтобы вы возвысились, торжествуя и радуясь. Идемте со мной. Дай мне руку, иди за мной, доверься только мне.
Я вложу в твои руки семена любви и исцеляющие слова, которые ты посеешь во многих сердцах. Для меня нет границ, чудеса, которые вы увидите, поразят вас. Верите ли вы мне? Я люблю вас, я уже доказал вам это. Напишите 777, чтобы заявить об этом. Бог говорит, что я избавил вашу жизнь от смерти. Я Бог силы, исполняющий свои обещания. Я поднимаю бедных и укрепляю слабых, вселяя улыбки в страдающее сердце. Я открываю двери и окна рая для тех, кто хранит мне верность и любит меня искренне, всеми силами своего существа. В их сознании заложена мощная ценность уважительного и терпеливого отношения ко всем, избегания сплетен и раздоров, неприятия клеветы и лжи. Мои дети – это те, кто намерен жить в моем присутствии и идти по этому пути, не колеблясь и не дрогнув. Ты, мое дорогое дитя, мой храбрый сын, несешь мои слова, отдающиеся эхом в твоем сознании, выгравированные в твоем сердце. Ты никогда не забудешь их, в них заключена сила, позволяющая преодолевать любые конфликты, поражать врагов и противостоять искушениям. Твоя преданность нашим отношениям наполняет меня радостью. Я вижу, как ты искренне отдаешь себя, как ты растешь, не боясь никаких препятствий, и глубоко радуюсь. Я еще больше открою вашу духовную жизнь, чтобы вы могли ясно представить себе масштабы тех благословений, которые я принесу вам в духовном мире. Да, идет битва за вашу жизнь, враг желает напасть на вас и вашу семью. Однако его усилия будут тщетны, у него нет силы, необходимой для того, чтобы причинить вам вред. Так как кровь моя окутывает их своей защитой, направляйте их на пути, охраняйте их глаза, пусть их слова будут добрыми, пусть они не позволяют себе провокаций в любой ситуации. Сохраняйте спокойствие. И в вашем доме воцарится мир, вы увидите множество чудес, которые вы получите, сюрпризов и благословений, которые укрепят вашу веру. Вы и ваша семья будете наполнены безмерным счастьем. Я вновь проявлю свою любовь, и мое присутствие будет рядом с вами. Засушливый сезон закончился, наступает время изобилия и радости. Примите эти слова с верой, поднимитесь с решимостью. Ведь вам предстоит выполнить множество задач. Мне приятно наблюдать за вашей активностью, и я ценю то, как вы встречаете каждое утро с осознанием того, что я рядом с вами. Ваша благодарность наполняет меня нежностью и умилением, слезы текут по моим щекам, когда я смотрю, как вы смиренно преклоняете колени, ваше смиренное сердце, ваша покорность моей воле и доверие в ваших глазах отражают ваш облик непобедимого воина. Ваш дух безмятежен и мягок, вы терпеливы и уважительны во всех своих действиях. Ваша манера поведения вдохновляет и ободряет многих, решения, которые вы принимаете, успехи, которых вы добиваетесь, победы, которые вы одерживаете, а также чудесные благословения, которые вы получаете и которыми делитесь с окружающими вас людьми. Особенно с теми, кто поддерживает вас, и с теми, кто нуждается в исцелении и жаждет вашего позитивного влияния. Напишите 222, если вы верите. Бог говорит, что мой Святой Дух дает вам эту силу, меч в ваших руках, стойкость в вашем сердце,
и божественное слово исходит из ваших уст, разрушая цепи. Вы несовершенны, это не в ваших силах. Я Создатель ваших благословений и тот, кто ведет вас к успеху в ваших битвах. Сохраняйте смирение и не позволяйте гордыне влиять на вас. Я не раздаю титулы и не назначаю на должности. Мои слуги прошлого, которые несли мое послание и жертвовали своими жизнями, никогда не стремились к славе и популярности. Я использовал их по своей великой силе. Я желаю совершить великие дела в вашей жизни и в вашей семье, но сохраняйте смирение и упование на меня. Вам не нужно быть популярным или носить человеческие титулы, чтобы казаться авторитетным. Я буду использовать ваши руки для совершения чудес, которых никогда не видели человеческие глаза, таких как дождь, исцеляющий землю, и реки живой воды, текущие по вашим полям. От ваших желаний процветут посеянные вами семена. Стремитесь и дерзайте, ибо вы станете свидетелями того, как перед вами откроются небесные двери и окна. Я понимаю, что вы поняли мое послание. Примите мое наставление и храните это откровение в своей душе. Вы знаете, что я люблю вас и что вы любите меня, ваши слова радуют меня. Вам не нужно беспокоиться о том, чтобы быть популярным или иметь человеческие титулы. Я написал твое будущее еще до твоего рождения и держу в своих руках все прекрасное, чего ты желаешь и о чем мечтаешь, а также твои молитвы о близких. Все записано в моей книге, я ничего не забываю, всему свое время и свой срок. Мое желание – благословить вас, открыть пути и взрастить вашу мудрость, веру, смирение и терпение. Карта благословения находится в ваших руках, это мое святое и могущественное слово. Изучайте его с верой и рвением, храните его в своем сердце. И если в вашем прошлом было много неудач и поражений, провозгласите вслух: «Мое прошлое позади, с этого дня моя жизнь, моя семья и мое будущее будут благословенны». Не стыдитесь провозглашать мое слово перед всеми, в моих обещаниях есть вечная жизнь, величественные чудеса и сверхъестественные ответы. Когда перед вами встанут, казалось бы, непреодолимые препятствия, вы найдете в моем слове мудрость для их преодоления. Откройте свою Библию с желанием учиться и расти. Читая, вы будете чувствовать мое присутствие рядом с вами, направляя вас слово за словом, чтобы вы лучше узнали меня и доверились моей верности и любви. Никогда не думайте, что я уничтожу вас за ваши ошибки. Я пришел, чтобы поселиться в вашем сердце, в моей сумке, благословения и возможности, божественная сила и истинное предназначение для вашей семьи. Дни страха прошли, я прогнал пожирателя. Отдайтесь мне полностью, без сомнений и оговорок. Вы испытаете великое счастье, это записано и запечатано с самого вашего рождения. Я люблю вас и буду защищать от проблем, давая вам решение. Вы увидите сверхъестественное доказательство моей безмерной любви к вам уже сегодня. Аминь. Напишите 999, чтобы получить эти благословения. Бог говорит, что, хотя враг настойчив и коварен, я буду продолжать наблюдать за твоей жизнью.
чтобы воспользоваться любой минутой слабости или рассеянности и напасть на тебя. Когда ты почувствуешь одышку, подумаешь, что упадешь. Взывайте ко мне в молитве, и я отвечу, укреплю и защищу вас, особенно если ваши заботы касаются ваших детей и их будущего. Доверьтесь мне и передайте мне свои заботы через молитву. Ваши близкие также должны открыть свои сердца, чтобы я мог заботиться о них и любить их как добрый отец, которым я являюсь. Я не подвел и не подведу вас, ибо я всемогущий. Идите вперед с решимостью, ибо я дам вам силы сохранить стойкость на этом пути. Трудности не лишат вас радости, ибо я наполню вас своей радостью и миром, позволяя вам беззаботно наслаждаться моими благословениями. Я буду вашим щитом и мечом, защищая вас и отгоняя всех, кто хочет навредить вам и вашим близким. Сообщи своим близким, чтобы они открыли свои сердца, дабы я мог заботиться о них и дарить им свою любовь как добрый отец, которым я являюсь. Я не подвел и не подведу вас, ибо я всемогущий. Напишите 111 для подтверждения. Бог говорит, чтобы вы выражали свои мысли и облекали их в слово. Теперь скажите мне, что вы верите, что получите это послание утешения, и что вы приветствуете этот дух ободрения, исходящий с небес. Если перед вами закрылась одна дверь, это не повод отчаиваться, потому что скоро откроется другая дверь огромных размеров, которая принесет с собой нечто еще лучшее на небесном плане. За вашу жизнь и веру идет духовная битва. Множество противников противостоят вашему росту, нападая на вас извне и нанося раны изнутри, пусть и невидимые. Я поставлю на вашем пути людей, обладающих божественным знанием, которые помогут вам в выборе пути. Примите их совет со смирением и проведите время в молитве. Это еще не все, есть еще что открыть. Вам суждено победить в этой борьбе. Все препятствия, с которыми вы столкнетесь, будут разрушены. Хотя это может освободить вас мгновенно, очень важно, чтобы вы ценили свою веру, талант и дары. Осознайте, что победы даются не только вам. Если вы принизите мое слово и отречетесь от своей веры, враг разорвет вас на части и оставит во тьме. Вы достигнете высоких достижений и благословите многих. Ваша семья также будет процветать в мудрости и смирении, но важно, чтобы мы шли вместе. Протяните мне руку, вы готовы подняться на духовный план, где получают будущее и изменяют жизни. В этот момент, пока вы слушаете, закладываются основы для строительства вашего дома на прочном фундаменте. Ваши будущие поколения будут знать и служить мне, каждое из них наделено дарами, талантами и профессиями. Поддерживайте в них желание учиться, добиваться успехов и мечтать, не ограничивая себя. Вы и ваша семья не обречены на жизнь в духовных страданиях и эмоциональных потрясениях. Вы не окажетесь в долговой яме. Научитесь мечтать, и я укреплю вашу веру и окажу вам большую помощь. Приготовьте свое сердце к тому, чтобы уверенно принимать и распоряжаться грядущими благословениями. Вы уже прошли через испытания и страдания. Наступило время благословений. Вы проявили мужество и извлекли ценные уроки из своего опыта.
Вы мужественно встречали неожиданные несчастья не из-за собственных ошибок, а потому, что ветер колеблет пшеницу. В минуты отчаяния вы выпустили свои семена и теперь наблюдаете, как из почвы, смоченной вашими слезами, пробивается зеленый росток. Запечатлейте в своем сердце, что этот год принесет обильный урожай. Семена, которые вы считали потерянными, оживут и вернутся к вам, превратившись в плоды благословений. Эти благословения обогатят вашу духовную жизнь и не принесут с собой ни печали, ни беды. Вы находитесь в правильном месте, чтобы процветать. Осознайте, что я ваш проводник, и что ваше обеспечение придет, если вы будете относиться к другим с добротой и не станете слепо доверять смертным существам. Аминь. Вы поверили стольким негативным словам людей и самого себя. Вы неоднократно принижали себя. Когда кто-то оскорбляет вас, это оскорбляет меня. Когда кто-то обижает вас, мне больно, но когда вы лишаете себя достоинств, вы причиняете мне такую боль. Вы лишаете себя всех возможностей измениться, исцелиться, расти и процветать. Вы лишаете свою семью благословения гармоничного и счастливого будущего. Каждый день я радуюсь утром, а по вторникам меня переполняет радость, когда ты открываешь глаза и говоришь мне свои первые слова. Твои молитвы так прекрасны, ты говоришь со мной с верой, и я желаю тебе продолжать в том же духе. Однако через несколько часов ты начинаешь винить себя в том, что происходит с тобой в течение дня, забывая о том, кто любит и заботится о тебе. В вас появляется уныние, вы перестаете верить в то, что ваша жизнь и жизнь вашей семьи в моих руках. Из ваших уст начинают звучать фразы поражения, вы выбрасываете свою веру на помойку и затаптываете свои молитвы негативными словами. Ты знаешь, что я люблю тебя, я не буду презирать тебя или наказывать за твое поведение, но ты должен остановиться. Я хочу построить для вас будущее процветание. Но если вы будете принижать себя, вы разрушите его. Враги будут нападать на вас. Эти негативные мысли о себе – ядовитые стрелы, которые они вонзают в ваше сердце. Однако сегодня я могу исцелить тебя, если ты поверишь мне и дашь мне шанс. Неважно, что говорят люди, они хотят видеть, как ты падаешь от стыда, но я, на глазах у всех, вознагражу тебя. Для меня ты человек с прекрасной душой, нежным духом, с прекрасным умом. С каждым днем ты будешь расти, и твое будущее будет наполнено счастьем. Вот что я думаю о тебе. Я хочу, чтобы ты пообещал мне, что с сегодняшнего дня ты будешь стремиться смотреть на себя с верой, радостью и любовью, с которыми смотрю на тебя я. Вы примите ту ценность, которую я вам придаю. Я люблю вас. Аминь. Напишите «Аминь», если вы верите в то, что пересматриваете это сегодня. Если вам понравилось это видео, нажмите «Мне нравится» и подпишитесь на наш канал, чтобы укрепить свою связь с Божьим домом. Да благословит вас Господь!